Время новостей на База ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. По ходатайству адвокатов подсудимых судебное слушание по делу о тройном убийстве на столичной набережной перенесено на 31 августа. 7 лет, как один день. У Абхазского государственного молодежного театра день рождения. Брендовые товары по самым низким ценам. Магазин Евросток «Одежда из Европы» открылся в Сухуми. Начнем с сообщения оперативного штаба. За 23 августа тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 448 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 137 из них. В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались 4 пациента, 2 мужчин 86 и 74 лет, а также 2 женщины 78 и 69 лет. В инфекционной больнице Сухума скончалась женщина 75 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 24 447 человек. Зарегистрировано 365 летальных случаев. Выздоровели 20 045 человек. Первый пациент, выздоровевший после новой коронавирусной инфекции, выписан из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО. Пациент прошел необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Также пациент получил дальнейшие рекомендации от лечащего врача. Всего медицинские специалисты ЮВО приняли на стационарное лечение в госпитале более 40 человек. Пациентов привозят на машинах скорой со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. Российские специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота обработали около 120 тысяч квадратных метров соцобъектов в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре. Как сообщает пресс-служба ЮВО, в Гудауте военнослужащие продезинфицировали территорию и фасады зданий администрации, больницы, поликлиники, РОВД, рынка и спортшколы. В Гагре территорию администрации и центрального рынка. Только процесс массовой вакцинации сможет остановить увеличение числа зараженных в Абхазии. Перед вакцинацией от коронавируса необходимо сдать анализы и пройти обследование у терапевта или педиатра, рассказала в интервью «Спутник» врач, член оперативного штаба помощи Абхазии при московской абхазской диаспоре Виктория Тарба. Вакцинировать нужно, но не всех подряд, а обследовать перед этим людей, выявлять возможные риски. Сама вакцина вреда не наносит. Она может дать старт чему-то, что у человека прячется, сказала она. По ее словам, ведение здорового образа жизни не гарантирует того, что человек легко перенесет коронавирус. В моей практике люди со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями легче переносили ковид, чем люди со здоровым организмом, спортивные, придерживающиеся правильного питания, рассказала она. Внутренняя политика. Политсовет партии ФНЯ выражает категорический протест высказываниям президента Бжания на совещании с участием членов Кабинета министров 20 августа сего года, где речь шла о передаче перепадных ГЭС нашей республики в руки иностранных частных предпринимателей. Об этом говорится в заявлении Политсовета Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». В заявлении, в частности, отмечается: «Хотим предупредить товарища Бжания, что углубление кризиса в стране, отсутствие реформ, реальной борьбы с криминалом, игнорирование закона о декларировании доходов, безответственное отношение к вопросам борьбы с пандемией, о неблагополучности, которой свидетельствует статистика последних периодов и увеличение числа умерших, все это и многое другое неминуемо может привести к нарастанию напряженности в обществе. Ответственность за последствия подобной политики ложится на главу государства и его команду». Конец цитаты. Очевидные неудовлетворительные результаты работы председателя правительства не оставляют вам, Аслан Георгиевич, иного выбора, кроме немедленной отставки Кабинета министров. Это цитата из обращения Высшего совета Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА к президенту Абхазии от 20 августа. В нем, в частности, отмечается:
Уже больше года текущими вопросами жизнедеятельности государства занимается правительство, чью деятельность можно охарактеризовать как непрофессиональную и представляющую угрозу для жизни граждан. За этот короткий период мы пережили несколько кризисов, каждый из которых в отдельности должен был привести к отставке правительства. Это кризис системы расчетов с пенсионерами, решение о бесконтрольной добыче криптовалют, экономически необоснованное повышение цен на энергоносители. И в заключение беспрецедентное на постсоветском пространстве распространение инфекции COVID-19. Отдельно хотим высказаться по последнему пункту. В период премьерства Валерия Бганба, когда еще не было эффективных методик борьбы с инфекцией, своевременные, точно соответствующие рекомендациям ВОЗ меры фактически остановили развитие заболевания в Абхазии и спасли десятки, а может и сотни жизней. В то же время безответственная, авантюрная, игнорирующая мнение специалистов позиция действующего премьера Анкваб фактически обвалила систему здравоохранения, распахнула двери Абхазии перед заболеванием и поставила под угрозу тысячи жизней граждан страны. Конец цитаты. Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба встретились с членами Высшего совета АРОА накануне в понедельник, 23 августа. Об этом «Спутник» сообщил член Высшего совета организации Ахра Бжания. По его словам, поводом для встречи стало обращение АРОА от 20 августа. По словам Ахра Бжания, беседа с президентом прошла в спокойной, дружеской обстановке. Он все фиксировал, записывал. Я не могу сказать, какие будут его действия, но думаю, что он принял все к сведению. Мы считаем, что на такое бездействие должна быть реакция. В том случае, если президент согласен с нами. Если он считает, что правительство предпринимало нормальные шаги, тогда, наверное, мы будем думать, как дальше регулировать эту ситуацию, потому что оставлять это без реакции нельзя. Президент все внимательно выслушал и сказал, что это будет предметом обсуждения, добавил он. Ахра Бжания также отметил, что на встрече обменялись мнениями по темам противодействия коррупции, защиты социальных прав ветеранов, контактов с добровольцами. По мнению Ахры Бжания, встреча главы государства с членами АРОА служит показателем того, что президент верно оценивает риски, которые существуют в обществе, и воспринимает проблемы общества как свои. Отметим, что на данный момент ни официальный сайт администрации президента, ни пресс-служба главы государства о встрече с представителями АРОА не сообщают. Информация правоохранителей. Генпрокуратура Абхазии категорически не согласна с отсрочкой исполнения приговора в отношении осужденного за убийство Климантовича. Кассационная коллегия Верховного суда применила отсрочку исполнения приговора по болезни в отношении осужденного Аслана Цвижба, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Цвижба осужден за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Климантовича и Оксаны Скоредновой, совершенные им в сговоре с группой лиц. Он отбывал наказание по приговору Верховного суда в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы. В связи с категорическим несогласием с принятым решением на определение Верховного суда Республики от 11 августа 2021 года, согласно которому Цвижба была предоставлена отсрочка исполнения приговора, в Президиум Верховного суда Генеральной прокуратурой Абхазии будет принесено надзорное представление. Сухумский городской суд под председательством судьи Миланы Джинджолия удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Аркадия Бжания, сообщает пресс-служба Сухумского городского суда. Органами предварительного расследования Аркадий Бжания подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 УК Республики по факту убийства Амари Шакая, которое имело место 3 сентября 2019 года в городе Сухум. С 5 сентября 2019 подозреваемый Аркадий Бжания был объявлен в розыск на территории Абхазии. Согласно постановлению Сухумского горсуда в отношении подозреваемого Аркадия Бжания была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, то есть до 20 сентября. Данное постановление может быть обжаловано в Верховный суд в течение 3 суток со дня его вынесения. По ходатайству адвокатов подсудимых судебное слушание по делу
о тройном убийстве на столичной набережной перенесено на 31 августа. Напомним, Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дату и Димур Ахалай обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авицба и Доминики Акертава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авицба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на набережной Махаджиров. Слово Элеоноре Гилаян. Секретарь доложил о явке. На этот раз отсутствовала не только адвокат Димура Ахалая Мазона Цвижба, но и адвокат Дату Ахалая и Эрика Чкадуа Игорь Скнарин. Он направил суду письмо, в котором попросил перенести судебное заседание в связи с состоянием здоровья. Сторона обвинения выступила против удовлетворения данного ходатайства, отметив, что у подзащитных Скнарина есть еще адвокаты в зале суда. Мы считаем, что они обеспечены защитой, и считаем, что с учетом того, что у нас был исполнен принудительный привод, человека привезли с этого, считаем возможным провести процесс. Сторона защиты заявила, что главное в этом вопросе мнение самих подсудимых. Дату Ахалая и Эрик Чкадуа поддержали заявление своего адвоката и ходатайствовали о переносе рассмотрения дела. Свою защиту сам вообще выстраиваю. У меня два защитника, и я нуждаюсь в двоих. Каждый знает, что надо ему, какие вопросы задавать. По поводу заявления, ваше мнение? Да, Без него я не возражаю. Суд, совещаясь на месте, постановил не удовлетворять заявление адвоката Скнарина, обосновав это тем, что подсудимые Чкадуа и Ахалая обеспечены защитой в лице адвокатов, присутствующих в зале суда, Автандила Чкадуа и Марины Тания. Судебное заседание объявили продолженным, но с ходатайством выступила адвокат Марина Тания. Все участники активно принимают участие в обсуждении вопросов, допросах свидетелей, которые непосредственно связаны с эпизодом краж двух машин, которые в последующем они были обнаружены, и все, и так далее, и так далее. Это касающееся той части, того эпизода, касающегося моего подзащитного Чкадуа. Я хочу сказать о том, что я должна подчиняться и говорить именно с позиции своего подзащитного. Если мой подзащитный сегодня официально заявил о том, что этим эпизодом конкретно занимался изучением именно Скнарин, у нас тоже происходит более глубокое изучение, распределение и так далее. Поэтому в этой части, касающейся кражи, занимался, вы как заметили, основные вопросы были подготовлены данным адвокатом. И поэтому в его отсутствие я вас очень прошу, заявляю данное ходатайство о переносе рассмотрения данного дела на другой день в связи с отсутствием второго адвоката, именно Скнарина Игоря Викторовича, который занимался вопросом кражи этих двух машин. Прошу удовлетворить ходатайство мое. Уважаемая Сочетина, получается, вы конкретно не углублялись в изучение данного эпизода? Это вопрос? Да, это вопрос. Уточнение после вашего выступления. Мы обязаны все изучать, но в данном конкретном случае по факту кражи работал с нашим подзащитным Игорь Скнарин. Также я работаю, но более конкретно работал Игорь Скнарин. Сторона обвинения и адвокат потерпевших Шамба Инга Габилая также высказались против удовлетворения этого ходатайства. На всех трех процессах Марина Георгиевна активно принимает участие, задает вопросы. Соответственно, мы полагаем о том, что она знакома с материалами дела и сегодня пытается таким образом затянуть процесс, нам неизвестны причины. Мы считаем, что с учетом явки наша позиция не менялась, с учетом принятого решения, просто хотели бы продолжить судебное заседание. Это абсолютно надуманное основание. Мы все здесь не только прокуроры, но и все участники процесса. Мы видели, как Марина Георгиевна активно участвовала, в том числе и в ходе изучения тех материалов, которые касаются кражи автомашин. Поэтому говорить о том, заявляя о том, что она не изучала или эту часть работы выполнял Скнарин Игорь Викторович, это, на мой взгляд, не соответствует действительности. В ордерах, я думаю, отмечено, какой адвокат по какому эпизоду представляет интересы, и однозначно интересы Чкадуа и Ахалая представляют два защитника по эпизоду и кражи, и по эпизоду убийства.
Более того, прошу обратить внимание, в протоколе судебного заседания, я думаю, очевидно, это нашло свое отражение, что неоднократно на прошлом процессе меня перебивали, я говорила о том, что говоря о том, что, кстати, Марина Георгиевна конкретно, говоря о том, что какие-то вопросы не имеют отношения к делу, я говорила о том, что если вы знаете уголовное дело, то это имеет отношение к делу. И Марина Георгиевна утверждала, что она знает, естественно, материалы уголовных дел, в чем у меня вопросов не возникает и сомнений. Суд, совещаясь на месте, принял решение удовлетворить ходатайство адвоката Таня. Хотя подсудимые обеспечены защитой, права на защиту не нарушены, но однако адвокат Таня настаивает об отложении дела, как она выразилась в своем ходатайстве. Да. И в будущем, я надеюсь, что это не превратится в системность, так как адвокаты могут и нуждаться в защите 5 адвокатов, 6, что в будущем это не превратилось в систематичность. Судебное следствие по данному делу продолжится во вторник, 31 августа. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Команда из Абхазии приняла участие в открытии 7-х международных армейских игр «Армия-2021», которые проходят с 22 августа по 4 сентября. Участие в них принимают команды из 44 стран. В Кабардино-Балкарии проходит один из этапов международных армейских игр – конкурс «Эльбрусское кольцо». Как сообщается на официальном сайте Минобороны России, в конкурсе задействованы команды военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Печальная весть. Не стало политического обозревателя, блогера, мецената Манфреда Петрича. Он ушел из жизни в понедельник, 23 августа, в возрасте 68 лет. Манфред Петрич переехал в Абхазию из Швейцарии. В нашем архиве за 2015 год сохранился репортаж об этом человеке и его делах. Манфред Петрич родом из небольшого швейцарского города Цуг. В течение 40 лет он работал в банковской сфере, затем преподавал экономику и финансы, писал статьи для различных европейских изданий, много путешествовал. Когда узнал, что есть такая страна Абхазия, очень удивился. Я работал журналистом, освещал разные события в мире, особенно военные конфликты. В 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, я впервые услышал об Абхазии и был очень удивлен, потому что никогда раньше об этой стране ничего не слышал. Тогда я взял интервью у мистера Шамба. Он был министром иностранных дел в то время. Я позвонил ему из Швейцарии, и он был очень любезен. Подробно ответил на все мои вопросы. Эти ответы вызвали у меня еще больше интерес к вашей стране, и в конце интервью мистер Шамба пригласил меня приехать в Абхазию. И в 2009 году я так и сделал. И тут Абхазия удивила во второй раз. Оказалась красивой, самобытной и так во многом похожей на родную Швейцарию. Ведь она тоже маленькая и горная, окруженная более крупными странами. Также воевала за свою независимость. Только в Швейцарии моря нет, смеется Петрич. А вот его друзьям и родственникам было не до смеху, когда они узнали, что Манфред собирается переехать в Абхазию навсегда. Когда мои друзья узнали, что я хочу переехать в Абхазию, они сказали: «Зачем? Ведь ты живешь в лучшей в мире стране, в Швейцарии». Я ответил: «Да, с материальной точки зрения, но не с человеческой. Общество в Швейцарии очень холодное, нечеловечное. Это отстраненное, эгоистичное общество. Это общество, где люди избавляются от своих стариков, сдают их в дома престарелых. Вы больше не увидите, чтобы 3 поколения жили вместе. По моему мнению, западное общество полностью уничтожено, утратило всякую мораль, и оно на пути к саморазрушению».
Никаких препятствий для переезда он не видел. С женой в разводе, 3 детей уже выросли, а работать можно и по интернету. Как настоящий христианин, сострадающий чужой нужде, Манфред не раз оказывал помощь Абхазии. Так он проспонсировал организацию концерта в Очамчире, купил футбольную форму для детей и передал в дар президенту Федерации футбола Абхазии, а также помог установить пластиковые окна в Верхнеишерской школе. Глава администрации пришел ко мне и рассказал о проблеме в местной школе. Он сказал, скоро зима, а окна в школе не очень хорошие, и спросил, не смог бы я профинансировать установку новых окон. Я сказал, конечно, ведь школа – это очень важно. Дети – наше будущее. Они должны учиться в нормальных условиях. Рузанна Шларба, директор первой средней школы имени Мушни-Хвардские, говорит, что не встречала еще такого небезразличного к проблемам Абхазии иностранца. Поговорили только о наших проблемах, что, как, чему и чем помочь. Манфред сам решил, и на днях нам поменяли окна, которые мы за 20 лет никогда такую помощь никогда и не видели. Да, помогали там, по мелочам, но такого размера помощи мы не... Там двойной праздник нам устроил на День Победы. Большое спасибо им, что вот это окна все сделали. Большое спасибо. Если ремонт будет сейчас, еще лучше будет. Тем временем Манфред уверенно ведет нас по школе, рассказывает о том, что еще хотелось бы сделать. Видно, что в насущных проблемах учебного заведения он разбирается не хуже директора. Сейчас мы находимся в школьном спортзале. Помимо изучения науки и теории, очень важно, чтобы дети занимались спортом. Это можно сделать на улице или в помещении, но в этом спортзале вы видите, пол местами испорчен и небезопасен для детей. Его нужно починить, и это, возможно, то, чем мы займемся в следующий раз. Помимо всего этого, Манфред рассказывает об Абхазии в своих статьях и в интернете, привлекая интерес европейцев к нашей маленькой республике. Такая реклама уже дает результаты. Питер Рекстайнер, тоже швейцарец, приехал в Абхазию по приглашению Манфреда. Впервые я услышал об Абхазии от Манфреда на его странице в интернете. И вот теперь я здесь, приехал на 10 дней. Мне очень здесь нравится. Невероятно красивый город Сухум, но я всего 3 дня как приехал, завтра начну путешествовать по Абхазии. На вопрос, что вам больше всего нравится в Абхазии, Манфред отвечает: традиции, культура взаимоотношений в семье. На вопрос же, что вам больше всего не нравится в Абхазии, он отвечает: недостаток инициативы. Я хочу повторить слова Джона Кеннеди. Он сказал очень умную вещь. Не спрашивай, что может сделать для тебя государство. Спроси, что можешь сделать для него ты. Это именно тот подход, которого очень не хватает здесь. Парадокс, но абхазы были готовы отдать свою жизнь за независимость Абхазии, но они не готовы пожертвовать свой труд или 1000 рублей, чтобы их дорога и школа стали лучше. На вопрос, зачем он все это делает, зачем помогает другим, Петридж удивленно пожимает плечами и отвечает: «Я христианин, я верю в Бога. Я верю, что однажды каждого из нас спросят: я дал тебе жизнь, как ты ею распорядился? Это для меня большая мотивация творить добрые дела, пусть и в небольшом масштабе». Надежда Боровикова, Рустам Зантария, Торни Камичба, Абаза ТВ. Продолжаем выпуск. 7 лет как один день. У Абхазского государственного молодежного театра день рождения. О буднях и праздниках молодежки в репортаже Аседы Гулия. 7 лет как один день. Праздник молодежки, как принято в среде актеров называть Абхазский государственный молодежный театр, проходит не так пышно, как обычно. Все из-за пандемии всемирно и печально известного коронавируса COVID-19 и ограничительных мер, которые не обошли стороной и обитателей театра. Создадим молодежный театр, ведь почти не ошибся. Ора, останется не чушайте, что я аздру. Мы не были готовы к этому. Патриотический все ведь урок директор сауд брат, худрук сауд нас хайзет трупа, хайзана бас абсер. Я обязательно. А бас я чертит молодежный театр.
Один из первых артистов молодежки, актер, чьи роли известны и за пределами республики, рассказывает о судьбе театра и своей роли в ней. Мы были выпускниками университета. После меня еще были 4 выпуска. У нас уже была база. База, которая занималась у нас в этом театре Абаза. У нас были спектакли готовые. И мы предоставили, вот какие у нас условия, что мы можем, какие спектакли ставить. Выпускники университета нашего ГУ, из первых выпускников Лейба Фрида, Аслан Ангбаб, Аляс Авицба, Дауд Шамба, Альдона Адлиба, Бадра Чандурия, Вадим Абухба. Поверив в нас, государство, и создали молодежный театр. За 7 лет нами было поставлено 15 спектаклей. Все они у нас в репертуаре, ничего не выкинули. У нас в будущем еще планы такие. До конца этого года еще 3 премьеры выпустить. Но не знаю, если получится в связи с пандемией. Если мы успеем, все вот эти 3 премьеры выпустим. Одна премьера уже готова, 2-я и 3-я вот до конца года мы думаю, что успеем выпустить эти спектакли. Когда мы начинали вообще, у нас было 12 штатов. Нам дали Министерство культуры 12 штатов. Мы на 12 штатов посадили 15 человек. Ну, 3 вот на 0,5, там кто-то на 0,25. Вот такими своими силами как-то мы организовали. Сегодня уже 26 штатов. Но это, конечно, естественно, не хватает для полноценного театра. Я уже не говорю о техперсонале. Я чисто за актерский состав говорю. А техперсонал – это то, что необходимо для театра. Чтобы актер вышел на сцену, ему должны помогать и техперсонал, реквизиторы, художники, все, много чего нужно. Из-за ограничительных мер труппа проводит репетиции в культурном центре Абаза. По словам актеров, ни место, ни время работы для истинного театрала не имеют значения. Искусство преодолевает все преграды. Жить искусством, проживать, а не играть. Эти идеалы не чужды актерам Абхазского государственного молодежного театра. О том, как проходит подготовка к спектаклю, сколько сил и эмоций уходит на это, рассказывает мать 2 детей и по совместительству успешная актриса театра Яна Кочарава. На самом деле зависит от самого спектакля. Есть спектакли, которые вот, да, поменьше, да, там одноактные, естественно, меньше подготовки. Ну, потом еще задумка режиссера. А так актер постоянно должен работать над своей ролью. Вот мы в театре работаем, у нас сперва идет застольная читка. Вот сейчас мы тоже начали работать над новой пьесой. Это застольная читка, это ознакомление. Независимо от того, ты читал эту пьесу, не читал, ты знаком с этой драматургией, да, но все равно это внутреннее тоже ознакомление актера идет. Он полностью впитывается в этой роли. И потом, естественно, вот как твое родное, как будто вот для тебя было написано, ты уже потом можешь это сказать. А после спектакля как быстро или долго вы отходите от своей роли? Ой, на самом деле, вот когда у нас была перед премьерой «Последний из ушедших», у нас это вообще вот что-то такое было вот внутреннее, моральное, потому что мы очень тяжело подошли. Ну, все настолько... К этому невозможно просто отходить. На самом деле, не сказать, что вот я сыграл и я отошел. Это невозможно, потому что это настолько ты внутренне затронут. Я вот домой приходила даже, я иной раз даже разговаривать не могла, хотя дома дети были. Я вот все была еще там, вот в этой роли, на сцене. Вот у меня даже вот сейчас вот мурашки по коже, я говорю, потому что, не знаю, вот как-то так, наверное, создан актер, создан театр, что иначе невозможно работать в театре. Театр и зрелище, и школа для народа. Будить сердца людей. Вот в чем его природа. На путь неправедный он не дает свернуть, он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. Так говорил о театре и его предназначении татарский народный поэт, литературный критик и публицист Кабдулла Токай. Асида Гулия, Торни Камичба, Абаза ТВ. Репортаж о работе Абхазского государственного молодежного театра на абхазском языке смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амш Ахтес».
Брендовые товары по самым низким ценам. Магазин «Евросток». Одежда из Европы открылся в Сухуми. Не путать с секонд-хендом. «Евросток» получает только новые вещи в упаковках прямо из Германии. Подробности у Марианны Котовой в репортаже на правах рекламы. Вся одежда поступает в сортировочный склад магазина «Евросток» в упаковке и с фабричными бирками. А это значит, что она абсолютно новая. Многие путают понятие «сток» и «секонд-хенд», но на самом деле это совершенно разные категории одежды. Сток – это абсолютно новый товар с этикетками, который находится на складах Европы после того, как магазины, брендовые магазины, которые одежду продают, потом у них остается товар, и они потом его определяют в статус стока. Вот. Секонд-хенд – это вещи, которые бывшие в употреблении, либо те вещи, которые покупают покупатели, но, допустим, не носят. И есть определенные организации, которые эти вещи потом забирают себе. У нас только сток, потому что мы хотим, чтобы наши покупатели одевались в брендовые вещи, но по очень доступной цене. Цены на товары в Евростоке в разы ниже, чем на аналогичные вещи в других магазинах. Так утверждают здесь, предлагая сравнить стоимость их одежды не только с рыночной, но и с той, по которой она продавалась в Европе. Магазин устроен так, чтобы покупателю было легко ориентироваться. Мы написали цены на наших стойках, и человек, когда к нам приходит, он может зайти и сразу увидеть, на какую цену он рассчитывает, либо просто посмотреть товар и увидеть еще, кстати, цены на этикетках, потому что цены на этикетках, они очень разнятся от тех цен, которые есть у нас, потому что зачастую цены, они на каждой этикетке написаны в евро. Вот. И если сравнивать цену в евро и нашу цену, конечно же, наша цена намного выгоднее. Администратор Евростока утверждает, что вся одежда в этом магазине от известных европейских масс-маркет брендов, где стандарты качества гораздо выше азиатских. Поэтому встретить тут низкокачественную синтетику и кривые лекала просто невозможно. У нас бренды Германии, Англии, Франции, Польши. Разные приходят бренды и модели. Вот они попадаются, в принципе, даже с ценой, которая была. Это в евро бывает, да, допустим. Некоторые платья стоят по 60 евро, но, конечно же, наши цены здесь гораздо меньше. Вот, допустим, такое вот платьице. Такая вот модель. Если посмотреть, цена его была 70 евро. Изначально в магазине, в котором оно продавалось. Вот это вот платье, тоже цена здесь была 54,99 евро. Наша цена 1800. Что касается детской одежды, то здесь ее выбор огромен. Одеть можно ребенка любого возраста, от новорожденного до выпускника. А ассортимент от распашонок до школьных рубашек. Даже карнавальные костюмы есть. Вещи очень качественные, потому что бренды выпускают вещи свои для малышей из натуральных тканей. Вот, допустим, вот такая вот маечка, да, на маленького ребеночка, она стоит у нас 300 рублей. Я думаю, что мамочки очень хотят, чтобы их детки носили качественные вещи, а в стойке их очень много. Среди покупателей сегодня в основном туристы из России, которые привыкли к стоковым магазинам, но даже они были удивлены, увидев такого качества одежду по таким низким ценам. Мы совершенно случайно обратили внимание на вывеску магазина, решили зайти. Очень были приятно удивлены ценами, ассортиментом и качеством. Нам нравится очень в Абхазии вообще. В этом магазине очень много интересных вещей. Мы всем рекомендуем жителям и гостям города приобретать здесь вещи. Качественные вещи, стоковские. Это, в общем, отличается от всего того, что мы сейчас видим на прилавках магазинов. Удачи вам, счастья, процветания. Прохладный торговый зал, хорошее освещение, просторные примерочные. Не всегда бывают, откровенно говоря, и в самых дорогих магазинах Абхазии. А здесь все это к вашим услугам, как и посттерминал для оплаты банковскими картами. Магазин «Евросток» располагается на центральном рынке в Сухуме, прямо над продуктовым «Магнит». Вход слева от магазина. Марианна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ. В Нижнем Новгороде завершился международный форум «Евразийский диалог» на Волге, в котором приняли участие 2 специалиста Государственного комитета по делам молодежи и спорта
Ахрабебе и Руслан Инапшба. В рамках форума прошли пленарные заседания, тематические дискуссии, встречи с экспертами, различные тренинг-сессии. Участники форума узнали о взаимодействии между городами-побратимами, о новых методиках тимбилдинга и концентрации внимания, о специфике межкультурного диалога и интеграционных практиках, реализованных в разных регионах и уголках мира. Сейчас о погоде в республике. В среду, 25 августа, в Абхазии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 24, днем до 33 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.